Велика заслуга туркменских женщин в сохранении древних и прекрасных традиций и обычаев богатейшего культурного наследия туркменского народа до сегодняшнего дня. Ремесло кожм туркменского народа, которое уходит своими корнями вглубь веков, известно как одно из ценностей декоративно-прикладного искусства. Туркменские женщины в своих ковровых полотнах и кошмах создают орнаменты, вобравшие в себя мудрость туркменского народа, которые сохранились до сегодняшнего дня. Кече – одно из домашних убранств, которое занимает важное место в жизни народа. Туркменские кошмы являются украшением жилищ. Кошмы привлекают внимание всех своей красотой, мягкостью, теплотой, приятностью. В древности наши бабушки и прабабушки ткали ковры, готовили приданное, создавали кошмы, приглашая друг друга на традиционное уме. Собирались соседи, девушки и невестки, в радостной атмосфере они исполняли куплеты ля-ле, соревновались между собой и пряли пряжу. В туркменских коврах и кошмах, привлекающих внимание своей особой красотой, можно увидеть национальные узоры и орнаменты, которые впитали тепло рук и сердец наших бабушек и прабабушек, девушек и невесток. Как говорится в древней туркменской поговорке, мастерство рук по миру ходит. Рукоделие туркменских женщин, превратившееся в легенду, в настоящее время обрело широкую популярность. Еще в ранние времена изделия из кошмы занимали в жизни наших бабушек и прабабушек важное место. Войлочное производство на протяжении многих веков совершенствовалось. Сотканное кече – это украшение наших дворцов, домов, белых юрт и террас. На поверхность кече накладывались различные узоры. В домашнем хозяйстве широко используется продукция из кошм. Как отмечают ученые, вначале мастерицы стали создавать кече, ткали паласы, затем возникло искусство ковроткачества. Но удобные и приятные кошмы занимают первое место по использованию в хозяйстве. Кошмами в целях утепления оборачивали белые юрты, их стелили на пол, ими покрывали скакунов, их также стелили, когда приходили гости. Но в основном их использовали для того, чтобы стелить на пол. Кече делится на два вида – с яркими узорами и без узоров. Орнаменты, украшающие кошмы, напоминают формы различных растений, произрастающих на туркменской земле. Они отображают различные исторические периоды. Туркменские женщины для окрашивания шерсти использовали природные красители, которые отличались устойчивостью и яркостью цвета. Все эти растения произрастают на туркменской земле. Туркменские кошмы, украшенные яркими и прекрасными орнаментами, вобрали в себя неповторимое очарование природы Туркменистана. Эти красивые кошмы, являясь продукцией волшебного искусства, несмотря на время года, сохраняют красоту восхитительной природы. Для изготовления кошм используются специальные природные красители. Как и ковровые нити, шерсть для изготовления кошм окрашивается различными природными красителями, гранатовыми корками, мариной и фундуком. Кошмы благоприятно воздействуют на организм человека, они отличаются экологической чистотой, они очень полезны для здоровья человека. С древних времен туркмены использовали чистую шерсть для лечения болезней суставов. Красивые кошмы, изготовленные из шерсти, окрашенные природными красителями, удивляют всех своей яркостью и прочностью. Прекрасные кошмы, украшенные различными орнаментами и созданные умелыми руками наших бабушек и прабабушек, в течение многих веков украшали белые дома туркмен. Кошмы благотворно влияют на здоровье человека и необходимы в быту. Неспроста в народе говорят «пусть моя невестка будет скромной». Это высказывание связано с тем, что туркменские кошмы являются украшением дома, отличаются особой прочностью и практичностью. Наш народ всегда мечтал о том, чтобы невестка, вошедшая в дом, была безобидной и скромной. Войлочные изделия, превратившись в мелодию души туркменских мастериц, являлись незаменимым предметом украшения каждого дома. Они бережно хранились, а традиционные способы их создания передавались от поколения к поколению. Красота, рожденная природным талантом туркменских женщин, уходит своими корнями вглубь далеких веков. Сегодня туркменские мастерицы создают все новые и новые ковровые полотна, кошмы и современные наряды, дополняя национальное наследие туркменского народа.